Здравствуйте, это «Международное обозрение», я Евгений Примаков. Сегодня в программе «Международное обозрение». События недели, хроника, факты, комментарии. Иракские курды на пути к независимости. Эрбиль решился на референдум. Материалы нашей программы. Всего ничего осталось до референдума о независимости иракского Курдистана или Курдского автономного региона Ирака. Для самих курдов, большого народа, что рассеян по всему почти Ближнему Востоку, это исполнение мечты для стран региона. Ирака, Ирана, Турции, Сирии. У той, кстати, и других проблем хватает, но все же страшный сон. Возможное появление независимого курдского государства вместо автономии в Ираке станет моделью для курдов, что живут в регионе. А значит, местные правительства получат самую ощутимую угрозу сепаратизма на своих территориях. Ирак так просто части своей территории в таком случае лишится. Причем богатой нефтеносной части. Пока что сомнений в результате референдума мало. Курды Ирака будут голосовать за независимость. Курды – самый многочисленный народ в мире, не имеющий ни собственного государства, ни права на самоопределение. Сейчас в мире насчитывается около 40 миллионов курдов, но точную их численность не знает никто. Географическая территория Курдистана охватывает границы как минимум 4 государств. Больше всего курдов проживает в Турции – свыше 20 миллионов. В Иране – 11 миллионов, в Ираке – 7, в Сирии – около 3. На протяжении десятилетий иракские курды боролись за право получать доходы от добычи и экспорта нефти и полностью обрели его лишь после свержения Саддама Хусейна. Сейчас иракский Курдистан находится под контролем 2 местных кланов – Барзани и Талабани, и лишь формально подчиняется Багдаду. Курды контролируют значительные территории на северо-востоке Сирии и частично Дер-эз-Зор. Именно там находится 60% запасов сирийской нефти. Самая влиятельная сила в сирийском Курдистане – левая курдская партия «Демократический союз» и ее боевое крыло YPG. Это вторая по величине сила на сирийской территории после армии Асада. Турецкие курды – главный внутренний враг официальной Анкары. Они проживают преимущественно в Восточной Анатолии, которая занимает 30% Турции. Их опора – курдская рабочая партия Абдуллы Аджалана, которая с 80-х годов ведет партизанскую войну. Меньше всего курдский сепаратизм проявляется в иранском Курдистане. Так называется северо-западная провинция страны. Государство создало местным курдам весьма комфортные условия жизни. Но оппозиция все же есть. Партия свободы Курдистана. Боевики этой организации регулярно нападают на военных и государственных чиновников. Мы часто сталкиваемся с курдами в новостях. В Сирии они сейчас наступают на Дейр-эз-Зор с севера, северо-запада. Отряды YPG там активно поддерживают США. И даже есть угроза того, что эти подразделения в какой-то момент могут столкнуться с сирийской правительственной армией, которую прикрывает российская армия. Независимое курдское государство на севере Сирии или даже просто автономия там для Дамаска неприемлема. По крайней мере, на настоящий момент. Это будет кошмаром и для Турции. Поэтому турки перебрасывают оружие своим сателлитам на север Сирии. Надеются, что смогут предотвратить усиление сирийских курдов там. Но даже в иракском Курдистане, где автономия давно уже, главная угроза, похоже, не ИГИЛ, не правительственные войска, мы поговорим об этом чуть позже, а раздробленность, разобщенность внутри самих курдов. Много племен, много амбиций, много конфессий. Большинство курдов сунниты, но есть и езиды, и христиане, и несколько крупных партий, основные из которых Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана, часто воевали между собой. И кажется сейчас, что референдум – это даже не про формальный запрос на независимость, а способ преодолеть раздробленность и объединить вот это вот все в единую нацию. Репортаж наших коллег с курдского телеканала «Рудав», которым они с нами поделились о христианских бойцах-курдах. Эта христианская деревня Дури, что в провинции Дахук, вошла в историю курдского сопротивления. Многие ее жители стали бойцами курдского ополчения Пешмерга, которое боролось с бывшим иракским режимом. Многие посвятили партизанской борьбе всю жизнь. Среди них первая женщина-боец Маргарет Шело. В нашей деревне Дури 3 жителей пали смертью храбрых. Матран, мир праху его, был членом Курдского революционного совета. И Маргарет Шело,
тоже погибла. И Эммануэль, ее сын, тоже был убит. Они все были членами Курдской демократической партии, бойцами Пешмерга. 15 жителей этой деревни, ветераны Пешмерга. Вот пещера, в которой покойный мулла Мустафа находился 21 день. Ее показал нам ветеран Пешмерга, отец которого был убит в ходе сентябрьского восстания 1961 года. Мой отец рассказывал мне о годах, проведенных вместе с Мустафой Барзани. Он верил в то, что Курдистан будет независимым. Место, в котором я сейчас нахожусь, священное. Я часто прихожу сюда. И всегда, когда я захожу в эту пещеру, чувствую прилив сил и комфорт. Все курды, независимо от их веры и гражданства, возлагают свои надежды на 25 сентября. На референдуме я 100 раз скажу «да». Это то, ради чего мы боролись. В то время Мустафа Барзани был лидером курдской революции. Они боролись за свободу с оружием в руках и были вынуждены прятаться в горах. Жители деревни всегда помогали бойцам Пешмерга. Сейчас родители рассказывают молодым людям свои истории. Мой отец говорил, что в горах была очень суровая жизнь. Перебивались хлебом и водой. Но, несмотря на все лишения, он был счастлив. Благодаря ему и его друзьям мы сейчас существуем. Если бы мой отец тогда не воевал, мы бы не имели всего того, что имеем сейчас. И это не только благодаря моему отцу. Это заслуга всех бойцов Пешмерга. Деревня Дури находится на границе с турецким Курдистаном. Иракский режим много раз бомбил ее, но курды не сдавались и продолжали борьбу. Борьбу за независимость. Ничереван Хусейн, телеканал «Руда». В студии Международного обозрения востоковед Кирилл Вертяев. Здравствуйте, Кирилл Валентинович. Здравствуйте, Евгений. И какая буквальная формулировка? Вы знаете уже, что это будет на референдуме? На референдум выносится вопрос. Вы выступаете за независимость Курдистана и курдистанских территорий. Что имеется в виду под курдистанскими территориями? Под курдистанскими территориями имеются в виду территории, на которых проводится референдум, которые формально не по иракской конституции не входят в состав иракского Курдистана, но согласно проекту Конституции иракского Курдистана являются частью Курдистана. Это провинция город Киркук, провинции Таамим, и провинции Шангал или Санджар, которые населены в основном курдами-езидами. Курдские формирования Пешмерга участвуют в освобождении этих территорий от ИГИЛ. И, в общем-то, отдавать обратно не хотят Багдаду. Нет. Первым, кто вошел в историю национально-освободительного движения Курдистана, был шейх Абдул Салям Барзани. Именно он в годы младотурецкой революции возглавил сопротивление иракских курдов в районе села Барзан, откуда сам был родом. В 1916-м шейх был схвачен турками и казнен. Его дело продолжил младший брат. Его еще звали Мулла Мустафа за авторитет и глубокие познания в богословии. В августе 45-го Мустафа Барзани с 10-тысячным отрядом уходит в Иран. И там, в советской зоне оккупации, провозглашает курдскую автономию, Мехабадскую республику, ставшую фактически протекторатом СССР. 16 августа 46-го Мустафу Барзани избирают председателем Демократической партии Курдистана. И в тот же день в Мехабаде у него рождается сын Масуд. Весной 47-го, после падения Мехабадской республики, Барзани и его отряду в 500 бойцов удалось прорваться в СССР, а его семья и родственники возвратились в Ирак. В 58-м, после свержения монархии в Ираке, Мустафа Барзани приезжает на родину и воссоединяется с семьей. Но мирная жизнь длилась недолго. С 61 по 75 новая череда военных конфликтов. Внешних с Багдадом и междоусобных с противоборствующим курдским кланом Джаляля Талабани. В отрядах Пешмерга теперь воюет юный Масуд, преемник Мустафы Барзани. С конца 60-х отец поручает сыну весьма ответственные задания. Сын руководит курдской службой безопасности Парастин, ведет переговоры с Саддамом Хусейном, активно реформирует партию отца. В марте 79-го, после смерти Мустафы, Масуд становится председателем Демократической партии Курдистана и занимает этот пост по сей день.
президентом Барзани там еще есть такое сложное обстоятельство, что его срок полномочий истек формально. В 2015 году. Да, и то, что оно сейчас есть, это некое там признание просто реальности. Да, да. И это не только признание реальности, это еще фактор борьбы с ИГИЛ. То есть, по сути, страна находится в состоянии войны с террористами. Поэтому, вот, пользуясь случаем, как бы Барзани решил все-таки пока придержать власть у себя, скажем так. Патриотический союз Курдистана и партия Гуран, третья крупнейшая, которая откололась все время от ПСК, они не очень-то готовы признавать Барзани реальным президентом. И исламская группа Курдистана тоже влиятельная политическая партия. А вот эти две партии, Гаран и исламская группа Курдистана, они считают, что сейчас не время проводить референдум, потому что его последствия будут носить достаточно негативный характер. И во многом они считают, что сама процедура референдума, она выбрана не случайно. На волне вот этого вот патриотического, националистического подъема они считают, что ДПК пытается заработать себе лишние политические дивиденды. Кирилл Валентинович, при этом очень многие говорят, что позиция этих партий скептическая по отношению к референдуму во многом продиктована тем, что они живут в том числе и на иранские деньги. Ирану, естественно, никак не улыбается независимый или там Курдистан или в составе конфедерации с Ираком, или просто независимый. Так же, как и Турции он не улыбается, и Сирии, и, собственно, самому Багдаду. Что вот эти игроки могут противопоставить? Как они могут предотвратить появление этого образования? Я не думаю, что они смогут предотвратить его каким-то военным способом. Обеспокоенность Ирана созданием независимого иракского Курдистана проистекает не столько из того, что на территории Ирана проживает большое количество курдов. Как мне представляется, Иран понимает, что в случае выхода Курдистана из состава Ирака, Ирак как единое государство распадется сразу, потому что шиитско-суннитская коалиция, она не жизнеспособна в принципе. В Турции как раз наоборот. Турция больше всего обеспокоена именно тем, что вот этот независимый Курдистан, если он будет создан, станет центром притяжения именно для турецких курдов. Но опять-таки среди самих турецких курдов нет единства по поводу, нет единства в поддержке независимости Курдистана, потому что курдская рабочая партия, ее лидер Абдулла Оджалан, они заявляли, что национальное государство, как форма государственного устройства, она, в принципе, в современных условиях себя изжила. Отношения сирийских курдов с Барзани, они все-таки неоднозначные, потому что там есть силы политические, которые ориентированы на курдскую рабочую партию, это Демократический союз. Они, да, действительно оппозиционно настроены к Барзани, но при этом есть среди сирийских курдов и сторонники Курдского национального совета, который, собственно, поддерживается, который был создан при участии Барзани. Они, в принципе, достаточно лояльны. Но на территориях, которые контролируются Демократическим союзом, допустим, известно, что курды не разрешили вывесить национальный флаг курдский, который сейчас является государственным флагом в иракском Курдистане. Что будет после, будет решаться исключительно в сфере дипломатических переговоров. Потому что и Барзани, и все политические силы иракского Курдистана говорили не раз, что референдум автоматически не является провозглашением независимости. Это волеизъявление народа, которое станет очень важным аргументом во время переговоров иракских курдов с Багдадом о мирном разводе. Идея независимого Курдистана, она все-таки была и присутствовала в качестве путеводной звезды, начиная там с Мехабадской республики и раньше. И даже раньше, с восстания Барзани в 1932 году. Ахмеду Барзани, это брат Мустафы Барзани. Они медленно они шли к этой цели. И сейчас, естественно, Масуд Барзани никогда не откажется от этого референдума, потому что это вершина его, так сказать, политической карьеры. После этого он уже может спокойно в качестве, скажем так, условного отца нации выходить на покой, и он достиг своих целей. Воспоминания о геноциде, о том, что делал с курдами Саддам.
то, что курды никогда не забудут. Естественно, да. Насколько вот эта тяжелая историческая память сейчас двигает, на самом деле, является мотором этого референдума? Она, безусловно, является мотором, потому что вот этот геноцид, Анфаль и химическая атака в Халабже, она все-таки стала некой сакральной жертвой для вот этого вот, скажем, ну, националистического по своей сути или патриотического движения курдов. Операция проводилась с марта 87 по апрель 89. Командовал ею двоюродный брат иракского диктатора Али Хасан аль-Маджид. Официально целью операции было сохранение территориальной целостности Ирака. Военные действовали по отработанной схеме. Приезжали в курдские деревни, окружали их, забирали всех мужчин старше 14 лет и увозили их в неизвестном направлении. И уже после свержения Саддама в 2003 году в пустынных районах страны стали находить массовые захоронения расстрелянных курдов. А в конце 80-х около 700 тысяч курдов были перемещены в концентрационные лагеря. Около миллиона стали беженцами. На их место в курдские деревни принудительно переселяли иракских суннитов из центральных районов Ирака, дабы изменить демографический состав региона. В ходе операции иракская армия неоднократно применяла оружие массового поражения. 16 и 17 марта 1988 на город Халабджа были сброшены химические снаряды, содержащие иприт и зарин. В результате газовой атаки было уничтожено около 5000 человек. С тех пор Али Хасан аль-Маджида стал называться химическим Али. Всего же в ходе операции «Анфаль» было уничтожено более 180 тысяч курдов. Все-таки между курдами Ирака и центральным правительством сейчас нет военных действий, нет никаких острых конфликтов. Есть как бы понимание того, что вот эта вот форма, которая была предложена в 2003 году американской администрацией, и то так называемое правительство закона, которое существует сейчас в Багдаде, это по сути, скажем так, сектанты, которые, ну, игнорируют права курдского народа, и это является одной из тех причин, по которой курды все-таки стремятся выйти из состава Ирака сейчас. Спасибо большое, Кирилл. Я только добавил бы, что несколько лет назад, когда я был в Курдистане, мне рассказывали, что деньги курдские уже напечатаны. Я собираю монеты. У меня курдская монета была уже в 2003 году, когда только как бы освободили Курдистан, освободили Ирак. Видимо, это были такие мечты, но сейчас прям вот товарные партии кэша просто, наличных уже заготовлены. Более того, Курдистан все эти годы с падения режима Саддама Хусейна уже установил фактическую границу с остальным Ираком, и арабы из Ирака не могли приезжать в Курдистан, несмотря на то, что формально это единая территория, без специальных приглашений. Граница все равно пока очень условная, и вот отсутствие ее... но эффективная, знаете, условно, эффективная для конфедерации, для независимого государства пока еще не очень. Это да. Спасибо большое, Кирилл. В студии Международного обозрения был старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Кирилл Вертяев. Тем временем в одной из московских городских больниц лечат бойца Пешмерга из Патриотического союза. Хавар Лукман Авгс получил тяжелое ранение. Лишился зрения при подрыве игиловского фугаса. С парнем в палате находится его отец, кстати, командир его же батальона, Лукман Авгс Хусейн. С сыном прилетел. Просили сказать спасибо нашему консульству в Эрбиле и генконсулу Виктору Симакову. Он помог быстро оформить визы. Вот такую медицинскую помощь, не частую, но нужную, организует представительство иракского Курдистана в России его глава Асо Талабани, он же племянник бывшего президента Ирака и главы Патриотического союза Курдистана Джаляля Талабани. Видите, как все запутано. Лечится боец не за счет российского бюджета. Деньгами помогло курдское землячество и генерал курдского спецназа Лахур Шахджанти. Но спасибо все равно России, говорят. Я поехал сменить своих друзей на блокпосту. В этот момент под нашей машиной взорвалась мина. Мой товарищ погиб сразу, другой остался жив. Он ранен, но не так тяжело, как я. ИГИЛ не проигрывает, они уже проиграли. Это последнее, на что они способны. Сначала меня на скорой помощи увезли в аэропорт, в город Сулеймания. Оттуда мы улетели транзитом в Иорданию. Там мне стало плохо, пришлось остаться, восстановить силы. И потом уже из Иордании в Москву.
Я получил травму глаз. Вы сами видите, как они выглядят. Еще ранение в грудь, мне очень тяжело дышать. И около 8 ран на ногах. Если я смогу видеть хоть на 1 сантиметр, я сам первым поеду на фронт и буду защищать Родину. Потому что мы выбрали правильный путь. Я защищаю свою Родину и не даю этой чуме 21 века проникнуть через нашу границу. И очень надеюсь, что найдут нужного врача, чтобы восстановить мое зрение. Я очень хочу этого. Нам очень жаль, но врачи сказали, что надежд восстановить зрение у Хавара нет. Слишком тяжелое ранение. Отец с сыном надеются проголосовать на референдуме в Москве. Понятно, за что на самом деле.